В России сегодня отмечается День трезвости. В Кудымкаре в честь этого на улицах прохожим раздавали назидательные листовки, предупреждающие о вреде спиртных напитков. А в местном политехническом колледже прошли специальные лекции. «Пить или не пить?» – поинтересовался Дмитрий Буланов. Сегодня день трезвости. Мы поздравляем вас и вручаем вам такую памятку. Спасибо большое. Сами алкоголь не употребляют и другим не советуют. Студенты медицинского училища присоединились к Всероссийскому дню трезвости. Всем прохожим раздают памятки о вреде спиртных напитков. Он портит наш организм, как внешне, так и снутри. Затормаживает нервную систему, влияет на печень. Девушкам повезло, на городских улицах им встречались только трезвые прохожие. А я пьяный. Мужики сразу говорят, я пьяный сегодня. А это Кудымкарский округ. Время полдень. Житель села Николай Хорошев о дне трезвости не слыхал. Признается, пьет давно. Связывает это с отсутствием работы. Работа была, они бы не пили, мужики. А вот работы нет, а деньги-то откуда? По шабашкам. Как считают сотрудники местного магазина, пока сезон сбора грибов и ягод, алкоголь покупают реже, ведь людям есть чем себя занять. А ближе к зиме спиртные напитки будут уходить с прилавков втрое больше. Все, и мужчины, и женщины. Молодежь много покупает, и много покупает. И главное, покупают те, кто не работает. В Кудымкаре День трезвости продолжился в политехническом техникуме. Здесь для студентов первых курсов прошли уроки о вреде спиртных напитков, где вновь напомнили об административной и уголовной ответственности за употребление алкоголя. Этот позыв прежде всего направлен на школьников и студентов, то есть на ту молодежь, которая подрастает на смену старшему поколению. И очень важно, чтобы у нас непосредственно в обществе сформировалась здоровая молодежь. Между тем, по статистике, составленной Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя, самыми пьющими стали северные регионы и Подмосковье. Пермский край оказался на 74-м месте и попал в десятку самых непьющих регионов. Ну и заканчивается День трезвости на стадионе возле педагогического колледжа, где примут участие студенты всех учебных заведений города. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. И сегодня же отмечается День граненого стакана. 11 сентября 1943 года на заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Его дизайнером стала Вера Мухина, автор монументальной композиции «Рабочий колхозница». День трезвости и День граненого стакана некоторые считают взаимоисключающими. Может, от того, что если разливать пол-литровую бутылку на троих, то такой стакан позволяет разделить ее поровну, так как в один классический советский стакан входит ровно 167 граммов жидкости.